Продолжим обсуждение темы с правозащитником, членом экспертного клуба в Сенате Сериком Беркамаловым. Серик, здравствуйте. Насколько угрожающие масштабы сейчас приобрела ситуация с онлайн-мошенничеством? Здравствуйте. На самом деле эта проблема имеет колоссальные масштабы в нашей стране. Это, конечно, связано в первую очередь с положительной динамикой цифрового развития Казахстана в целом. Понятно, что мы опережаем многие страны мира по банковским онлайн-операциям. И это несет, в свою очередь, и свое отрицательное значение в том плане, что этим пользуются и мошенники, и недобросовестные граждане. Поэтому, в первую очередь, конечно, нужно думать о повышении правовой и финансовой грамотности наших граждан. То есть наша правовая грамотность и финансовая грамотность немножко не поспевает за техническими новшествами и успехами нашей страны в этой сфере. А как быть? Нужно ли платить чужие кредиты? Ни в коем случае чужие кредиты платить не нужно. У нас есть все инструменты для того, чтобы защитить себя в этом плане. Прежде всего, если на ваше имя оформили кредит, который вы фактически вы не подписывали, не получали этот займ, конечно, его платить не нужно, но нужно его признавать в судебном порядке незаконным, то есть признавать недействительным данный займ. Для этого есть возможность, то есть нужно обращаться в гражданские суды и защищать свои права. Никто не говорит о том, что вы обязаны платить за кредиты, полученные мошенническим путем. Но казахстанцы действительно не поспевают за техническими возможностями мошенников. Уже, наверное, все привыкли к звонкам лжеполицейских, но стали приходить сейчас СМС-сообщения с номера 1414. Да, такая проблема есть. И на самом деле нужно теперь относиться настороженно к любым сообщениям, которые приходят на ваш телефон. Мошенники развиваются, и они, к сожалению, развиваются быстрее, чем поспевают, допустим, наши государственные службы по цифровизации. Могут использовать различные инструменты и способы выманивания у вас денег, вашей персональной информации. И в этом плане, конечно, нужно быть вдвойне бдительными, то есть не отвечать на такие сообщения, а лучше лишний раз позвонить по прямым линиям телефонов. Они есть и в банках, и в той же службе 1414. Убедиться в том, что какие-то данные у вас требуют. И только в том случае, если вы убедились, что действительно вы запрашивали какую-то информацию и получаете на нее ответ, тогда только отвечать. Ни в коем случае, конечно, на такие ухищрения нужно не идти и стараться соблюдать в первую очередь цифровую гигиену, то есть и соблюдать все меры предосторожности при получении и займов, и любой какой-то дополнительной информации от государственных служб. Хорошо, спасибо большое. Надеюсь, сейчас как можно больше людей нас услышат и будут готовы.